Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в выпуске. Кабмин внес изменения в программу развития сельского хозяйства на 2022 год, утвердил целевую программу Министерства экономики и порядок оказания услуг экскурсоводами и гидами-переводчиками в Абхазии. Центр развития и образования «Гармония» презентовал новое пособие по изучению абхазского языка для детей. Команда ВААК подвела итоги работы в уходящем году. В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера детского музыкального спектакля «Алые паруса. Новогодняя феерия». По поручению президента Аслана Бжаня вице-президент Бадра Гунба провел еженедельное совещание с руководством правительства и администрацией президента. Участники встречи обсудили текущие вопросы жизнедеятельности страны, в частности, положение дел в энергоотрасли. Генеральный директор Черноморэнерго Зураб Багабш проинформировал, что ежесуточное потребление электроэнергии на 26 декабря составило более 10 миллионов киловатт-часов. Лимит, который был предоставлен российской стороной, позволил сохранить небольшой объем электроэнергии. Благодаря этому сейчас она подается без ограничения. Возможно отключение электричества связаны с авариями на местах либо с перегрузкой сети на конкретной подстанции или линии. Речь шла и о ходе работ по установке приборов учета электроэнергии. За счет собственных средств нами было закуплено в рассрочку 2200 приборов учета. Это программа идет еще с 2021 года, они уже все установлены. Затем те 100 миллионов, которые были заложены в бюджет, на них также были приобретены 8 тысяч с лишним приборов учета. Их установка в данный момент продолжается. Установлено более 3300 приборов учета и инсталлировано. Но есть один нюанс. Приборов устанавливается больше, но в связи с тем, что были верные ограничения, для того, чтобы приборы прописать должным образом, чтобы сервер их видел, на это нужно 14 часов беспрерывной работы. А у нас, к сожалению, такого не было. Вот сейчас, в связи с тем, что ограничений нету и отключений, наверстывается упущенное, и приборы прописываются и устанавливаются в данный момент в городе Сухум, устанавливаются в Афоне и будут устанавливаться в Гудауте. Приборы двух фирм, российской и белорусской, как я уже говорил. Мы надеемся ускорить после Нового года установку. Ряду фирм дали подрядные работы для того, чтобы ускорить процесс установки. Потому что если собственными силами мы будем устанавливать, это будет все дольше в связи с тем, что аварийность в связи с зимним сезоном высокая, и наши работники физически могут не успеть весь объем установить в должные сроки. Поэтому хотел бы уточнить единственную вещь, которая связана с перетоками. Как вы знаете, идет ремонт на линии Ачквара. В данный момент российская компания, подрядчик, выполняет работы по замене провода старого на новый от первой перепадной ГЭС до 10-й опоры. Она не была сделана, в самом начале ее не успели сделать. Все остальное они перевесили, натянули. Была небольшая задержка с зажимами, которые соединяют провода с шлейфами. Машина опоздала на 3 дня, но это российская компания-поставщик. Вот сейчас они занимаются установкой этого. От Кварчал-Гресса уже линия выходит, ее подсоединили. Ранее это не было сделано, не успели. Сейчас подсоединили, ее подсоединяет наш специалист Черноморэнерго. И они уже начали идти от Кварчал-Гресса в сторону первой перепадной устанавливать газотрос. То есть работы идут на нескольких этапах. Была установлена портальная опора в селе Бедия, в селе Кухора была установлена дополнительная опора, чтобы поднять уровень провисания провода. То есть работа идет. Но, что я хотел уточнить, даже в случае, если Ингургэс сегодня имел бы возможность накопить определенный объем электроэнергии, запитаться мы до окончания работ со стороны Ингургэса по Ачкваре не сможем, а она основная линия. Поэтому получается, что до окончания всех работ у нас основной источник для подпитки – это Российская Федерация. Аслан Бжаня подписал указ о создании Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии при президенте Республики Абхазия. Совет создается в целях обеспечения эффективной реализации политики в области социальной защиты участников войны. В состав Союза вошли 14 ветеранов, представителей различных политических и общественных организаций.
Кабмин внес изменения в ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства на 2022 год. Утвердил целевую программу создания программно-аппаратного комплекса Министерства экономики и порядок оказания услуг экскурсоводами и гидами-переводчиками в Абхазии. На последнем в этом году заседании правительства было рассмотрено около 20 вопросов. Все подробности в репортаже Рады Чачава. Первым вопросом члены правительства рассмотрели проект постановления о ведомственной среднесрочной целевой программе Министерства экономики. Речь идет о создании программно-аппаратного комплекса для обеспечения работы, анализа и планирования экономических показателей республики. Целями программы является совершенствование механизмов взаимодействия и координации деятельности центральных и местных органов госуправления. В целях повышения эффективности составления и получения экономических индикаторов для формирования прогноза социально-экономического развития требуется внедрение программно-аппаратного комплекса. Как вам известно, у ряда уполномоченных органов Республики Абхазия формируются соответствующие программы, которые формируются на основании сбора информации от юридических и физических лиц, поступающих от их деятельности. Однако данная информация, она не формируется в режиме онлайн и не может быть сконцентрирована в одном ведомстве для более полного эффективного отражения реальной картины и своевременности предоставления данной информации. Именно для того, чтобы совершенствовать данный процесс, для более полного охвата хозяйственной деятельности субъектов экономики и предлагается поддержать такой проект постановления. Реализация программы пройдет в 3 этапа. Финансирование будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. На это выделяется 7 миллионов 353 тысячи рублей. Кабинет министров также утвердил порядок оказания услуг экскурсоводами и гидами-переводчиками на территории республики и установил цену на бланк экскурсионной путевки – 32 рубля за 1 штуку. Мы будем регулировать нормы между турфирмами, экскурсоводом и конечным потребителем, нашим экскурсантом. То есть будут подписываться трудовые договора, либо в штатном расписании будут сидеть экскурсоводы и оказание услуг. На утверждение Кабинета министров также было вынесено административное соглашение между Министерством соцобеспечения и демографической политики и Министерством труда и социальной защиты России по применению соглашения между странами о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Общая сумма задолженности 2015 года составляет около 25 миллионов рублей. До сих пор остается у нас неурегулированным, нерешенным вопрос своевременной регистрации факта смерти граждан Республики Абхазия, также являющихся гражданами Российской Федерации, в связи с чем неустановленные лица продолжают снимать пенсии после смерти пенсионеров и получились излишне выплаченные суммы, которые необходимо возвращать Пенсионному фонду Российской Федерации. Общая сумма, если на сегодняшний день за период с 2015 года составила около 25 миллионов рублей. Данное административное соглашение также регулирует этот момент. В случае, если не представление гражданами сведений, либо представление недостоверных сведений повлекло излишнюю выплату сумм пенсий и доплат к ним по законодательству Российской Федерации и соглашению на основании запроса отделения Пенсионного фонда Министерство во взаимодействии с МВД, прокуратурой и другими органами проводит соответствующую работу. Но в случае, если в течение 1 месяца не возвращены данные средства, наша сторона министерство несет субсидиарную ответственность. То есть мы возвращаем в Пенсионный фонд эти средства, при этом у министерства остается право взыскивать от этих граждан соответствующий наш бюджет данные средства. В ходе заседания Кабинетом министров были внесены изменения в государственную программу социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Вице-премьер Кристина Азган отметила, что изменения касаются лишь некоторых пунктов постановления, в частности, корректировки целевых показателей.
Непосредственно это касается среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике, среднемесячной заработной платы бюджетников, собственных доходов государственного бюджета и также также пункт дополнен повышением собираемости оплаты за потребленную электроэнергию с учетом реализации программы по установке приборов учета и недостижением тех целевых показателей, которые были предусмотрены ранее. Кабинет министров также внес изменения в ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства на 2022 год. Изменения внесены в разделы «Объемы и источники финансирования программы» и «Необходимые ресурсы затрат, объемы и источники финансирования программы». По инициативе руководства Черноморэнерго на заседании также был вынесен вопрос об изменении в порядке формирования и применения цен, правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики. По словам Кристины Азган, данные предложения обусловлены тем, что после законодательного запрета на пользование майнинг-оборудования многие граждане устанавливают аппараты для извлечения криптовалют в частных домах. Объем потребления физических лиц непосредственно, где могут быть расположены данные машины или оборудование, идет повышенное потребление, а тариф применяется обычный, как для физических лиц. Поэтому предлагается внести данные изменения для того, чтобы мы могли регулировать данный процесс с точки зрения применения тарифной политики. Это также предложение было Минэнерго России. Они анализировали наши данные, и это же предложение было инициировано Черноморэнерго. Также были внесены изменения в порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установление предельных торговых надбавок, которое было утверждено постановлением Кабинета министров 1 марта 2022 года. Стало известно местонахождение тарелки, предположительно расписанной Пабло Пикассо, об утрате которой сообщалось ранее. Министр культуры Дауркова сообщил, что на данный момент она находится в Москве. Вопрос об отправке тарелки в Абхазию решается. Две картины Леже, так же как и тарелка, принадлежащие ранее литературно-мемориальному музею Дмитрия Гулия, переданы в Национальный банк на хранение. Что касается тарелки, предположительно работы Пикассо, она в начале 2022 года была передана на проведение экспертизы в Москве. На сегодняшний день тарелка возвращена, и мы сейчас решаем вопрос ее доставки сюда, в Абхазию. И она также будет передана на хранение в Национальный банк. Мы сейчас договариваемся с сотрудниками, скорее всего, это будут представители Третьяковского музея. Мы их пригласим, сейчас ведем переговоры экспертов, чтобы здесь, на территории Абхазии, совместно с нашими экспертами была проведена оценка. На заседании также были рассмотрены и приняты решения по ряду вопросов земельно-имущественного характера. Обществу с ограниченной ответственностью «Феникс Групп» передан в аренду имущественный комплекс кирпичного завода. В постоянное пользование индивидуальному предпринимателю передается земельный участок площадью 2 гектара в селе Илыр Ачимчирского района для строительства гостиничных коттеджей. Объекты недвижимого имущества республиканского унитарного предприятия «Международный аэропорт Сухум» имени Ардземба передаются в собственность администрации Гулрыбского района. Имущественный комплекс «Сухумское рыболовецкое хозяйство» включили в перечень объектов, подлежащих приватизации. Кабинет министров утвердил и условия его приватизации. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. За самоотверженную работу по борьбе с COVID-19 генеральному директору Амобайл Борису Барцец, специалисту по программам здравоохранения и питания ЮНИСЕФ и Мадине Сулава, рестораторам Миде Кварасхеля и Саиди Лейба вручены ведомственные медали Министерства здравоохранения. Вручая награды, министр Эдуард Будба поблагодарил их за помощь в оснащении лабораторий, обеспечении медикаментами, разработке программы по QR-коду. Центр развития и образования «Гармония» презентовал пособие по изучению абхазского языка для детей. Финансовую поддержку в издании учебного материала оказала компания «Аквафон». Разработанное сотрудниками центра пособие станет хорошим подспорьем для педагогов и родителей. Алика Трапша расскажет подробнее. Учебное пособие «Ахмаргако» предназначено для начинающих изучать абхазский язык дошкольников, школьников младших классов, а также для педагогов и родителей. Благодаря изданию дети смогут выучить до 3000 слов и грамотно строить предложения. Идея создания такого пособия возникла у сотрудников Центра развития образования детей «Гармония» Виктории Ардзенба и Саиды Джинджолия.
Я как преподаватель университета столкнулась с тем, что очень высокая тревожность у детей младших классов, и мне было очень важно выяснить, в чем причина вот такой тревожности. И когда мы провели работы практические, мы выяснили, что одна из проблем, которая вызывает высокую тревожность, это незнание родного языка, в то время, когда ребенок сидит в классе и должен учиться на родном языке, на абхазском языке. Это стимулировало нас еще быстрее к созданию учебного пособия. Учебное пособие Ахмаргаука красочно иллюстрировано, все рисунки авторские. Уникальность пособия в том, что в нем прилагаются и грамматические конструкции. Поэтапное обучение лексики и грамматики в игровой форме с использованием иллюстрированного материала дает учащимся возможность выучить язык без особых усилий. Государственный комитет по языковой политике одобрил учебное пособие в качестве обучающего материала в детских дошкольных учреждениях и школах. Мы вышли к изданию только после того, как учебное пособие было опробировано на нашей площадке. У нас была группа, которая работала в течение 1 года, и дети практически заговорили на своем языке. Спонсорскую поддержку для издания учебного пособия Ахмаргаука оказала компания «Агвафон». Тираж составил 300 экземпляров. Общая сумма затрат – 500 тысяч рублей. Компания «Агвафон» уделяет особое внимание вот таким прекрасным проектам, так как этот проект направлен на изучение нашего родного языка для детей, он направлен на образование. С большим удовольствием поддерживаем этот проект. Мы очень рады. Авторы учебного пособия по изучению абхазского языка выражают благодарность компании «Аквафон» за поддержку. Я хочу сказать огромное спасибо компании «Аквафон», которая взяла на себя расходы большие, немалые, и они выпустили очень высокого качества учебное пособие в том виде, в каком оно было задумано нами, авторами. Они сделаны в виде отдельных карточек для успешной, более плодотворной и творческой работы в группе. Проект Центра развития и образования детей «Гармония» носит благотворительный характер. Учебные пособия по изучению абхазского языка Ахмаргаука уже розданы в некоторые детские сады и школы. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Проведение 8-го съезда, переизбрание председателя Высшего совета, реализация намеченных проектов – основные итоги уходящего года для команды Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Как и прежде, работа ВАК направлена на укрепление этнокультурного единства абхазо-абазинского народа, сохранение и развитие родной культуры, языка, традиций и обычаев, участие в экономическом, социальном и культурном развитии Абхазии. Тему продолжит Эсма Джикерба. Как и во все предыдущие годы, в 2022 году Конгресс уделял значительное внимание информационной работе. Стоит особо отметить, что в феврале по инициативе посла по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани командой ВАК была организована пресс-конференция депутата Матео Дел Осо на тему «Право народов на самоопределение Абхазии. Большая Европа». Она прошла в парламенте Италии. В конференции приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания и председатель Высшего совета ВАК Муса Экзеков. В рамках проекта «Амаза» о нематериальном наследии абхазов и абазин снят еще один фильм. Он посвящен абхазской песне. В разработке 3 ролика о свадебных обрядах, изготовлении национальных инструментов и кодексе Апсуара. Также этим летом ВАК организовал первый показ нового короткометражного фильма «Асыс», режиссером которого стала выпускница ВГИК Амина Кварче. При поддержке Конгресса на английский язык перевели абхазский мультфильм Астамура Квициния «Геройство Абраскила». Над переводом работала главный редактор инфопортала Амина Лазба. Команда ВАК реализовала несколько проектов в сфере образования и здравоохранения. Так, в сентябре при Сухумском офисе открылся новый отдел по образованию, социальной активности и здравоохранению. Отдел запустил серию тренингов по оказанию первой помощи и профориентации. Продолжает работу дискуссионный клуб под руководством Рустама Зантария. Деятельность клуба на сегодня посвящена вопросам Апсуара.
продолжил свою работу и лекторий, в рамках которого историк, член Высшего совета ВАК Джембул Инчгия провел 3 лекции о культуре и истории абхазского народа. Первую благотворительную акцию в этом году ВАК посвятил многодетным семьям Гагарского района, для которых в дни новогодних каникул была организована поездка в Сухум. В рамках акции «Тепло души» были розданы комплекты одежды и обуви нуждающимся. На День защиты детей в июне Конгресс устроил выставку детских рисунков в столице, а накануне праздника в селе Отхара прошло занятие для детей с абхазскими национальными играми и тренингом по правильной осанке. В июле в Карачаево-Черкесской республике состоялись 7-е игры народного база. В рамках данного фестиваля в Черкеске прошел День культуры абхазо-абазинского этноса и День абхазского флага. Но основные мероприятия, конечно же, были намечены на декабрь месяц. Это проведение 8-го съезда Всемирного абхазо-абазинского конгресса, который проходил в течение нескольких дней. Всего съезд собрал в столице Абхазии около 130 делегатов из Турции, Голландии, Германии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Абхазии. Проведение съезда совпало с юбилейной датой организации 30-летием со дня ее основания. Председатель Высшего совета ВАК и команда Конгресса получили многочисленные поздравления. На церемонии открытия присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания. В ходе работы съезда на пост председателя Высшего совета ВАК был вновь избран Муса Экзеков. То, что сегодня переизбрали, я хочу поблагодарить всех искренне за доверие. Это прежде всего доверие. Я сделаю все, чтобы вместе со своей командой оправдать это доверие. Но это большая ответственность на самом деле. На съезде были подведены итоги 5-летней деятельности. Утвержден новый состав Высшего совета, внесены изменения в устав. Подписано несколько соглашений о партнерстве. Финансовый отчет о расходах Конгресса за 5 лет составил 100 миллионов рублей, львиная доля из которых 85 миллионов. Это существенная финансовая нагрузка. И сегодня становится особенно актуальным поиск решений по расширению источников финансирования. Конгресс открыт к любым идеям и предложениям. На сегодняшний день ВАК – это команда единомышленников, каждый из которых вкладывает большие усилия и душу в общее дело для достижения главной цели – шаг за шагом помогать абхазо-абазинскому народу не только сохраниться в качестве уникального и самобытного организма, но расти, развиваться и процветать. Чем для меня значим этот год? Обретением команды, обретением, я уже повторюсь, такого лидера, который у нас есть. Вот, и возможностью, в принципе, работать на благо своей Родины. Это же, по-моему, прекрасно. Прошедший год, как в целом 5 лет, был плодотворным. И последующие годы должны быть не только такими же, а гораздо лучше. Такие цели ставит перед собой команда ВАК и будет идти к ним, несмотря ни на что. Ведь дорога возникает под шагами идущего. Эсма Джикерба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. С мая 2022 года студенты АГУ принимают участие в поиске сведений о судьбах антифашистов и участников сопротивления во время Великой Отечественной войны. Работа ведется в рамках международного проекта по поиску пропавших без вести, возвращения имени. Молодые люди с большим интересом участвуют в программе. Репортаж Гугуцы Вардания. 27 стран Европы, документы из концлагерей Венгрии, Сербии, Франции, Бельгии. Уникальные сведения о тех, кто не вернулся домой с фронта. С мая 2022 студенты Абхазского государственного университета проводят работы над поиском сведений о судьбах антифашистов и участников сопротивления немецким нацистам во время Великой Отечественной войны в рамках международного проекта «Возвращение имени». Молодые люди с большим интересом участвуют в программе. Это серьезная и кропотливая работа. Несмотря на это, она приносит положительные результаты и дарит надежду тем, кто уже не ждет. Эта работа для меня имеет большое значение. Несмотря на сложности, я видел эмоции людей, которым сообщали о судьбах их без вести пропавших родственников. Это бесценно. Студент 2-го курса исторического факультета Леон Чуас в проекте «Возвращение имени» еще со школьной скамьи решил продолжить эту работу, будучи студентом. Обрабатывая материалы, смог помочь и своим соседям. Нашел сведения о их без вести пропавших родственниках. Они не знали, где захоронены их родственники. Мне очень помог Григорий Скворцов. Выяснилось, что они жили совсем рядом с моим родовым селом Дорипш.
Во время проведения поисков на портале «Память народа» в рамках проекта были найдены сведения об узниках концлагерей гитлеровской Германии, граждан стран Европы, Монголии, Китая и Турции, погибших в концлагерях для советских военнопленных. Студенты проверяют данные архива на 27 стран Европы. Везде, где шла борьба с нацистами. Уже обработаны списки с именами узников концлагерей из Венгрии, Сербии, Франции и Бельгии. Я и мои друзья работаем по спискам стран. Ищем имена, фамилии, узнаем о судьбах без вести пропавших. Благодаря проекту возвращения имени выяснилось, что всех борцов с фашизмом нацисты бросали в концлагеря для советских военнопленных, а документы после освобождения отправляли в Москву. В Европе в 1945 году их некому было отдавать. Собраны уникальные материалы. Автор и руководитель проекта Григорий Скворцов. В Абхазском государственном университете этой работой руководит заместитель проректора по молодежной политике Юрий Трувалев. Рад сказать о неравнодушном поколении среди наших студентов, которые помогли найти места захоронения родных и близких в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И хотелось бы особую благодарность выразить нашему ректору, академику РАН Олегу Алексеевичу Гвараме за поддержку в данном проекте. Списки без вести пропавших узников уже переданы общественному деятелю в России, уроженцу Франции Ксавье Моро для их освещения в серии специальных репортажей на телеканале «Россия сегодня». Они будут оглашены на французском языке. Проект возвращения имени стартовал в Абхазии еще 6 лет назад. С самого начала работы его поддерживают военнослужащие Абхазской армии, а в этом году присоединились и студенты АГУ. Основные цели проекта – поиск узников фашизма, пропавших без вести в концлагерях немецких нацистов, а также бойцов Красной армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Все работы посвящаются семьям, потерявшим своих родных и стремящихся сохранять свою историческую память. В рамках проекта уже снято несколько фильмов с символичным названием «Поиск», которые рассказывают о судьбах тех, кто не смог вернуться домой, и о тех, кто до сих пор ждет. Гугу Савардания, Абхазское телевидение. В преддверии Нового года Министерство внутренних дел подготовило для подопечных благотворительного фонда «Киараз» подарки. Разнообразные игрушки, велосипеды, самокаты, сладости. Руководитель благотворительной организации «Кама Гопья» отметила, что в эти дни на склады организации привозят подарки со всей страны. Очень трепетно, очень эмоционально наблюдать за тем, что происходит в стенах нашего склада, где собираются подарки для наших подопечных со всей страны. Хочу отметить, что в этом году огромное количество государственных организаций, учреждений принимает участие. И на данный момент от Министерства внутренних дел, от Вальтера Сергеевича Бутова нам принесли очень красивые подарки, очень красиво оформленные. Мы понимаем, что эти подарки были сделаны от души, вот как для своих детей. Хочу поблагодарить за такое трепетное отношение к этому делу, за то, что вы смогли подарить нашим детям такие классные подарки. Это дорогого стоит. Спасибо за внимание, за заботу, за теплоту и за участие. Огромное спасибо от лица всех наших детей. Живая музыка, красочные декорации и увлекательные приключения персонажей. В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера детского музыкального спектакля «Алые паруса. Новогодняя феерия» по мотивам одноименной повести Александра Грина. На первом показе постановки побывала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварасхелия. Новый год в театре – это совершенно особенное событие, так как театральная атмосфера пронизана таинственностью и необычной торжественностью. Ведь спектакль ставится для маленьких зрителей, где их ждет увлекательное путешествие в красивый, добрый и манящий мир сказки. «Алые паруса. Новогодняя феерия» – это музыкальная история для всей семьи. Полный зал, озорной смех детишек и превосходная игра актеров. На сцене Русдрама романтическая история о непоколебимой вере в чудо и всепобеждающей возвышенной мечте девочки Асоль.
волшебным новогодним утром. Вдали морской под солнцем сверкнет алый пар. А Соль искренне ждала, когда же настоящее судно с алыми парусами приплывет к ней, а с корабля спустится прекрасный принц и увезет ее в страну розовых грез. Так и случилось. Предсказания старика Эглия сбылись. Я увезу тебя туда, в ту страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы сказать тебе с приездом. Главные роли в спектакле исполняют Лаида Тыркба и Мурат Халимбеков. По словам Лаиды, Ассоль ей очень близка. По мнению актрисы, писатель Александр Грин пытался выразить мысль о том, что нужно быть смелым, когда речь идет о будущем. Ведь благодаря искренней вере мечты сбываются. Подобные роли я уже играла, именно девочек, да, но этот какой-то вот, она прям, волшебная. А вот поэтому на Новый год именно мы ее поставили, потому что там волшебство, там праздник для детей. Вот. И мне кажется, у нас очень даже получилось. Я мечтаю, да, обязательно, конечно, как же без этого. Что-то исполняется, что-то надо подождать, да. Иногда вот просто хочется мечтать одну мечту, да, до конца жизни. Пусть она не сбудется, но вот она у меня есть, и все. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, желаю огромного счастья, любви, чуда и, конечно же, крепкого-крепкого здоровья. Дети в восторге от захватывающего представления, украшением которого стали завораживающая музыка, живые вокальные номера, красочные декорации и увлекательные приключения сказочных персонажей. Нам безумно понравилось, мы прям окунулись в эту атмосферу. Я охрипла, потому что орала браво. Отлично, просто это было очень классно, все очень красиво. Прям слов нет. Такое все шикарное, они просто прекрасные люди. Это было феерично. Очень классно, мне прям все очень понравилось. Готова всех заобнимать. Очень понравилось, хорошо, очень. Что больше всего понравилось? Последний самый момент. Отлично. Понравилось, как играли актеры, песня и вообще обстановка. Мне понравилось все. Специально для постановки танцев была приглашена хореограф из Москвы София Буржиева, режиссер спектакля Джомбул Журдани. В спектакле занята вся труппа театра. Здесь костюмы Наташи Шпановой, декорация Виталия Янковича Кацба, нашего крупнейшего театрального художника. И мы вот создали, мне кажется, все вместе, всем театрам буквально, наверное, за неделю мы создали этот спектакль практически с нуля, потому что мы репетировали каждый день до 3-4 утра, каждый день это было. И, честно говоря, вчера уже просто были без сил, а надо было играть премьеру, и, тем не менее, все состоялось, все произошло. Театр продолжает работать в новогодние праздники. Даже 31 декабря в 17 часов мы сыграем комедию «Кёджинские перепалки». Это будет подарок наш зрителю, это будет новогодняя версия этого спектакля. И потом до 14 января ежедневно у нас идут спектакли, поэтому приглашаем всех. Премьерные показы спектакля «Алые паруса» будут проходить 2 раза в день в 12 и 15:00 до 5 января. Сария Кварцхелия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Вышел в свет сборник стихов Хаджирата Джикерба «Бзыбская Абхазия». Книга издана в Москве в издательстве «Спутник Плюс» тиражом 50 экземпляров. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 28 декабря на территории Абхазии временами ожидается дождь разной интенсивности. Температура воздуха ночью 2,7, днем 4,9 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.